Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто думает о вас прямо сейчас, в эту самую минуту, в это самое мгновение? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ничего себе, вы произвели впечатление. Здесь вот мужчину показывают, молодого и красивого, который прям залип на вас. Этот мужчина, знаете, прям как загорелся, как факел загорелся в вашу сторону. Буквально либо сегодня, либо вчера, ну вот на днях, да, на днях могло произойти. Этот мужчина вас видел. И видел вашу какую-то сияющую улыбку, походку, слышал ваш обворожительный, гипнотизирующий такой голос. Но прям обомлел. Обомлел в моменте, когда он вас увидел. Может, он и рядом стоял, может, вы с ним общались, может быть, вы с кем-то общались, а он просто рядом проходил. Попутчик может еще быть. Но вот увидел и пропал, да? Увидел и пропал. И с того момента он постоянно о вас думает. И сейчас он тоже о вас думает. Он думает, что за девушка такая, что за женщина такая, что в вашей жизни происходит, с кем вы, кто рядом с вами. Понимаете, он тут и мучается, и влюблен, и ревнует. И такие прям волны, значит, на волнах он катается, да, волны накатывают. Очень произвели впечатление. Прям понравилось так, что аж до костей промирает. Знаете, как мурашки даже идут. Не бабочки в животе, а именно мурашки. Мурашки, он про вас подумает, увидит эту вашу улыбку, ну, вытащит из памяти, да, вашу улыбку. И прям мурашки идут. Мурашит не по-детски. Ни один АСМРщик таких мурашек не вызовет. Ну, прям, знаете, любовь с первого взгляда. Не знаю, как по-другому назвать. Сейчас карты возьму. И прям интересно, что-то из этого выйдет или нет. Что это за встреча такая была. Мне почему-то кажется, либо вы не знакомы, либо вы, ну, так приблизительно понимаете, кто он такой. А вы для него вообще женщина-загадка. Да. Ну-ка, думайте, сегодня, вчера, ну, опять же, смотря в какое время будете смотреть. Сегодня, вчера, позавчера, вот ближайшие дни, прошедшие ближайшие дни. Где вы были, в чем вы были, с кем вы общались, с кем смеялись, где вы ездили. Вот как-то так мне идет. Вот в дороге, в пути, вот, может быть, в каком-то даже помещении у кого-то отыграется, но мужчина настолько сильно вами впечатлился, что вот не спать, не есть он не может. Он постоянно про вас думает. Постоянно. О, клевер сразу вышел, еще и аист. Это он замуж вас позвать хочет. Слушайте, ну клевер и лилия, это же бешеное сочетание. И влюбился, и загорелся. Роковая женщина, искусительница, обольстительница. Но он прям с серьезными намерениями. По аистам точно решил на вас жениться. Говорит, вот такую жену мне надо, да? Такую женщину всю жизнь искал. И вот я ее увидел, все, она моя. Что за мужчина такой? Давайте посмотрим, что за мужчина. Что за мужчина? Ну, проблемы у него, да, в проблемах запутался. Возможно, мужчина разводится, либо мужчина какие-то проблемы свои решает, и это прям тяжело ему дается. Он с головой ушел в свои проблемы, а тут он вас увидел, и как это, второе дыхание открылось, да, как ожил, такой, блин, какие проблемы, тут любовь, тут такая девушка, такая женщина. Ух ты! Либо разводится, либо суд у него, либо какие-то бумажные проблемы решает, да, документальные, с документами проблемы решает.
Хорошо, зачем вы ему даны? Зачем он вас увидел? Зачем это все? Ну, есть подозрение, чтобы его там, например, вывести из его там печального, грустного состояния. Ну, мало ли там у судьбы какие планы. Какие планы у судьбы? Ну, какие планы? У кого-то однозначно он будет вас искать, найдет, будет за вами ухаживать, будет добиваться и предлагать вам и жизнь, и сердце, и дом, и все на свете в придачу. А у кого-то, как я уже сказала, да, мужчина прям очень сильно углубился и погрузился в свои проблемы, и буквально вот, ну, как отвлекающий маневр, да, выводят его из состояния глубоких проблем, внушают ему, что вот смотри, да, не все потеряно, жизнь прекрасна, в жизни так много прекрасного, с проблемами ты справишься, смотри, какая женщина красивая, давай скорее там решать свои проблемы и попробуй свою удачу с этой невероятной женщиной. Но вы ему солнцем идете. Солнце — это как дар судьбы, дар небес. Да? По солнцу это самые лучшие подарки и самые лучшие события. Ну, солнце и клевер — это же просто разрыв мозга, дом. Ну, у кого-то, вот честно, будут очень серьезные последствия. Но я вот вижу, что он будет вас искать, он будет искать встречи с вами, да. Если вы вообще не знакомы, то он будет ходить и вас искать, пока не найдет, не сдастся, не отступит. Если вы уже знакомы, ну, либо приблизительно, да, там из одного учреждения, либо там где-то рядом проживаете, то он обязательно устроит встречу, да, придет к вам на встречу. И я так понимаю, что так и скажет, что вы самая прекрасная, что вы изменили его жизнь, что благодаря вам у него появился стимул, смысл дальше жить, бороться. Какие-то такие вещи будут, ну, серьезные, интересные говорить. Мужчина, он неплохой, просто, наверное, запутался в жизни, либо в какой-то момент свернул не туда, ну, либо не с той женщиной свернул, ну, раз если там развод, например, у кого-то отыграется. Но опять же, у кого проблем не бывает? У всех у нас рано или поздно возникают проблемы. Нельзя сказать, что вот человек с проблемами плохой человек. Да? Это просто такое обстоятельство в жизни. Будет искать встречи с вами, будет искать вас и не успокоится, пока не найдет. Не могу сказать, когда будет встреча, вы все разные, и на это очень много факторов влияет, но тем не менее так сильно впечатлился, так сильно загорелся к вам, что он не сможет, просто физически не сможет вас забыть, не сможет, не знаю, отступить от вас. Очень вы его зацепили, очень задели, прям в самое сердечко ему попали. Мне еще вот кажется, что вы ему снитесь. Или он, скажем так, мечтает о вас. Ну, а у кого-то точно любовь с первого взгляда. Вот как хотите, влюбился и забылся. И все, и он ваш. Он ваш целиком и полностью. В принципе, я же говорю, неплохой человек, просто сейчас у него в жизни проблемы. А вообще он очень толковый, очень смышленый, очень такой ответственный. И сердце у него доброе. И здоровье у него крепкое тоже. Вот если что там на будущее, да. Генетика, наверное, хорошая. Семья у него хорошая. Ну, почему бы и нет, девочки? Может, это он и есть, ваша судьба. Дальше, в эту самую минуту, в эту самую секунду о вас думает женщина. Причем либо какой-то разговор был про вас, да, вот какие-то женщины там общались, сплетничали, наверное. Либо она, может, соцсети просматривает, да, и там есть ваши фотографии. И вот она о вас думает. Думает, что вы очень хорошо выглядите. Думает о том, что вы крепкий орешек. Думает о том, что вы как бы опасная женщина, да? С вами связываться опасно, либо какую-то опасность для нее представляете. Такие, вот, знаете, мысли невеселые на самом деле, тревожные у нее мысли. Но с другой стороны, у нее как будто бы сил не хватает на то, чтобы с вами бороться, либо соперничать, либо конкурировать. И она это, признает, да, вы для нее крепкий орешек. Она такая, зубы ломать не хочется, да. И, может быть, лучше отступить, либо не нагнетать, чем потом последствия разгребать. Какая-то, знаете, боязливая, трусливая соперница, либо конкурентка.
У кого-то, кто связан, например, вот по работе, да, с этой женщиной, либо вы как конкурируете с друг другом, а может быть в одной сфере как-то крутитесь. Очень хочется подсмотреть побольше за вами, вот как, знаете, изучить, что вы делаете, как вы делаете, чтобы хотя бы по вашим следам пойти. Понятно, что вами она не станет, и таких результатов, как вы, не добьется, но хотя бы вот, да, вот изучить методику, изучить подход, изучить, чтобы поделаться под вас. Еще такое может быть. Но сомнительно, конечно, все. И до поры до времени, а потом все равно все порушится, да, потому что нужно не только под кого-то подделываться, нужно же еще свои мозги иметь, да, свою силу, свои какие-то установки. Ну, у нее такие неприятные мысли, она такая: ах, была бы моя воля, я бы там трык-брык сломала бы. Но нет, крепкий орешек, скорее всего, побоится, либо затаится. Ну, я не вижу, чтобы она как-то была для вас опасна. А вы на эту женщину вообще внимание обращаете. Вам от нее ни холодно, ни жарко. Мне даже кажется, что вы ее не замечаете. Прям совсем не замечаете. Ну, типа, ты никто, и звать тебя никак в моей жизни. Все, ты не присутствуешь. Дальше, мои хорошие, в эту минуту, в эту секунду кто-то, кто очень далеко от вас, вам, кстати, не икалось вот перед отсыпкой, либо сейчас, может, какая-то даже отрыжка была. Да, говорят обычно икота, но и отрыжка тоже бывает. Какой-то злой, одинокий мужчина про вас вспомнил. Либо он услышал имя, как ваше, либо, может быть, ну, не знаю, увидел там что-то, да, с вами связанное, какую-то вещь вашу, на глаза вот попалась. Он злой, и он одинокий. Может быть, он и злой, потому что он одинокий. А может, он одинокий, потому что он злой. У вас явно с этим мужчиной что-то было, и вот до сих пор он вам простить не может, что вы очень гордая женщина, что вы там не стали перед ним на коленках ползать, да, что вы выбрали жизнь без него, что вы, ну, дальше по жизни пошли, многого добились, а он вот обозлился, оскотинился и превратился в какого-то деда злобного и вонючего. Вот, и такой прям агрессия, да, пропитан агрессией, и агрессией брыжет. Скорее всего, он постоянно на кого-то нарывается, постоянно вот кому-то жизнь портит. Вот соседям, например, да, либо он куда-то выходит, там, постоянно с кем-то пытается чуть ли не в рукопашную сойтись, да, там, ругается, матерится, слюной брыжется, да, вот какой-то злючий мужик, обозленный мне даже идет. Один живет, один как перст. Но опять же, да, ну кто будет жить с таким человеком, у кого такой мерзкий характер? Он считает, что вы сломали ему жизнь, поэтому он типа вас так ненавидит, да? Но на самом деле вы спасли себе жизнь, вы спасли свое будущее, когда от него ушли, ну либо когда эти отношения были разорваны. Вы о нем вспоминать не хотите, хотите забыть как страшный сон. Вы его простили, отпустили, но он, видите, вас не отпускает. Видно, у него какие-то ваши вещи сохранились, скорее всего, да, не выкидывает, хранит. И что-то мне еще подсказывает, что он где-то о вас информацию узнает. И прям так страшно бесится из-за того, что вы живете, процветаете, а он там, значит, как этот Кощей чахнет, да? Злой и одинокий мужик. Дальше. О вас в эту минуту думает какой-то серьезный человек. Это может быть и мужчина, и женщина, я тут вам точно не скажу. Человек в кресле сидит. Ну, я так понимаю, что это офисное кресло, что это какой-то сотрудник, либо какой-то чиновник, может быть, это какой-то специалист, да? Человек, на кого возложена какая-то миссия. Не знаю, почему-то вот как имя и фамилия, как два слова, да? Имя — это одно слово, фамилия — это второе слово. Имя, фамилия. Может быть, этот человек рассматривает какой-то документ, либо рассматривает ваше обращение, заявление. Может быть, решается какой-то вопрос, да, этому человеку нужно там подпись свою поставить, либо печать поставить. И человек думает о вас, пытаясь вспомнить, вот что он про вас знает, как вы выглядите,
что там есть, чего там нет, да, вот пытается выудить из своей памяти хоть какую-то информацию про вас. Потому что ваше имя и ваша фамилия этому человеку как будто бы знакомы. Да? Знакомы, как в прошлой жизни вы общались, либо знакомы, как, вот, может, вы на прием приходили, да, а на прием приходит там, ну, по 100 человек в день, да, и каждого попробуй упомни. А вот ваше имя и ваша фамилия какими-то очень-очень сильно знакомыми кажутся. Если вы куда-то подавали документы, прошения, заявления, вот, скорее всего, в моменте их рассматривают. Да? Человек может даже после работы остаться, сидеть и рассматривать. А может, как раз сейчас вот и рабочий процесс идет, и вот крутится у него это имя и фамилия, пытается выудить из памяти, кто вы такая. Я не могу сказать, что он как-то негативно настроен, но и не могу сказать, что позитивно. Тут прям интересно, да, мне интересно. Знакомое имя, но кто же это такая, да? А может быть еще как вариант, человек прям взвешивая, да, подписывать, не подписывать, одобрять, не одобрять, давать, не давать. А давайте спросим, какое будет решение, да? Какое решение? Если это решение принимается, либо какой-то документ подписывается, какое будет решение? Потому что сейчас это 50 на 50 выглядит. Что будет? Что будет? Ну, если это касается одобрения чего бы то ни было, то одобрение будет подписано. Если это касается завершения чего бы то ни было, да, обнуления, завершения, то это будет либо завершение, либо одобрение. Вот как-то так. Если речь идет про отказ, отказа точно не будет. Если речь идет про выберут вас, либо кого-то другого, то выберут вас. Ну, то есть, в принципе, там разные варианты могут быть. Скорее всего, не вспомнит, кто вы такая. Память подведет. Ну, наверное, интуитивно, либо там высшие силы нашепчут, да, и все-таки выберет вас. Так, дальше. Ну, вот родственники про вас думают. По крайней мере, один точно думает. Женщина. Сестра, мама, бабушка, тетя. Что же кто-то из двоюродных. Может быть, это и некровный родственник, там, свекровь, например, да, либо заловка, может, невестка. Ну, понятно, что разные люди. Знаете, как думает? Думает, что вы что-то скрываете, думает, что вы что-то утаиваете. И тут либо беспокойство по поводу того, что вы скрыли, либо беспокойство по поводу вас, да, что вы можете что-то там не сказать, а у вас будут неприятности, а эта женщина, например, не знает, как вам помочь, да, либо не узнает, что там с вами происходит. То есть, в принципе, и так, и так. И в негативном можно принять, как что вот думать, что вы там скрыли, что-то задумали. И в позитивном, что вот переживания за вас идут, что как же так, что-то происходит, а я не знаю. Ну, такая вот женщина. Не могу сказать, что плохие мысли, скорее тревожные. Да? Эти мысли можно описать как тревожные. Опять же, плюсовое значение, минусовое значение. Так, еще. Тут больше, наверное, для тех, кто встречается, либо замужем. Вот живые отношения, отношения сегодняшнего дня. Если вы встречаетесь, то ваш партнер думает о том, что нужно чем-то вас, не знаю, удивить или порадовать, а может и удивить, и порадовать, да, вот как-то нужно сюрприз устроить, да, может там цветы красивые купить, может какой-то подарочек, может там заказать ресторан и вас отвезти, либо там купить путевочку, да, на отдых, на морюшко. А если вы замужем, то там немножко по-другому проиграется. Там больше, знаете, как супруг может переживать, какой вы сюрприз выкинете. Может, вы там поссорились, либо вы там ему сказали, что идете по магазинам, и он такой: господи, карточка дырявая будет, да, либо там она все деньги потратит. То есть тут уже вы какой сюрприз ему сделаете. Потому что вы ему сказали, что что-то приготовите, и он такой: мою любимую там еду приготовит, да, какое-то любимое блюдо, либо свое любимое приготовит, а мне придется там кушать, может, у вас вкусы разные.
Да, видите, парни, они более романтичные, они готовят сюрпризы, а мужья, они менее романтичные, они от вас сюрпризов ждут, вернее, боятся, что вы им какие-то сюрпризы преподнесете. Но, тем не менее, все-таки мысли светлые, да, не темные, а светлые. И еще девушки, которые давно замужем, прям очень сильно давно. Я не знаю, как это прозвучит в ваших глазах, в ваших ушах, но скажу как есть. Видно, у вас уже романтик пропал из отношений, ну, либо уже как рутина это все, да? Вот ваш этот супружник, он на вас так прям посматривает, то ли ему сны какие-то приснились, то ли он там прям очень сильно соскучился и прям очень-очень хотел бы провести с вами время качественно и интересно. Ну, возможно, будет предлагать, да? Возможно, и как-то, знаете, попробует вас задобрить, да, там что-то романтическое для вас подготовить. Ну, либо просто скажет, что мы там давно не были вместе, давай-ка, дорогая, друг друга порадуем. Ну, вот такая информация вышла. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.